пришла молодая, красивая, многодетная мама и собрала за короткий срок сразу несколько, сейчас покажем, статусов. И это партнер компании Фаберлик у нас в Тюмени, Саида Раджабова. Пожалуйста, Саида, покажи все свои награды. Это не просто так, это пакет чеков. Мы были просто в шоке в Москве, когда вот это все и выносили. Девочки, вы на суммы посмотрите. Это подарки от компании за статусы, которые она получила в течение последнего года. И это не за 26 лет, это за год. Спасибо огромное. Еще раз добрый день. Меня зовут Раджабова Саида, мне 31 год. У меня 3 детей, в компании я 2 года и несколько месяцев. В первый год я закрыла 8 званий. Я прошлый год в такой же конференции, которая была недавно в Москве, я получила 8 чеков до национального директора. В этом году это было нелегко, и я получила 4 чека до закрытого партнера. Прошлый год я в открытом партнере пошла, и в этом году я уже закрыла старшего национального, международного, старшего международного и партнера. Да. И с чего я начала? У меня есть личный блог в Ютубе. Я год работала в Ютубе, потом я начала работать в Инстаграме, в ТикТоке и ВКонтакте. Я сейчас работаю в 4 сайта. И все иногда по-русски, но много по-таджикски. Моя структура все таджики. И хочу несколько слов, да, то, что я говорила в Москве, те люди, которые не были, хочу прямо сейчас давать мотивацию. Обращение к тем, кто только начинает свой путь в компанию Фаберлик. Я расскажу вам о том, о чем будут говорить вам окружающие вас люди. Они будут говорить вам, это пирамида, ты попал совсем не туда, куда нужно. Они скажут, что у людей нет денег. Когда вы будете приглашать их в свою команду, они ответят вам, посмотрим, сколько ты зарабатываешь, а потом и мы подумаем. Сейчас не то время, будут твердить они. Ты не сможешь заниматься этим бизнесом. Они скажут, что дочка их сотрудница ничего не зарабатывала в Фаберлик. Это жульничество. Вам будут говорить, что вам надо устроиться на нормальную работу. Эту продукцию сложно продавать. Бизнесом можно заниматься в другом стране, но только не у нас. Именно так они будут говорить вам изо дня в день. Итак, они точно знают, как мы должны жить, чем нам заниматься, сколько нам зарабатывать. Они — это не только ваши соседи, родственники, друзья и прочие доброжелатели. Они — это еще мысли в вашем голове, которые притаились к подсознанию, как таракани на кухонном шкафу. Стоит выключить свет, как они вылезут и начнут свою грязную беготню. По большому счету у нас только 2 варианта, мои дорогие друзья. Плюнуть на этот бизнес, начинать работать, устроиться на работу с 8:00 до 17:00, как они, жить в таких же квартирах, как у них, отдыхать в таких же грядках, как они, смотреть красивые сериалы о красивой жизни, как они. Да-да, именно так и сделают 90% неуверенных людей, как они. А можно позволить себе жить не так, как они. Прихлопнуть этих тараканов. В Фаберлик вас ждет много трудностей, но интересная работа.
Работа над собой, над своими страхами и сомнениями, над своим характером. Вас ждут сотни, а может быть 1000 отказов, но отказы вас сделают сильнее. И в один прекрасный день вы обнаружите в своей команде десятки, а затем сотни, а может быть 1000 людей совсем не таких, как они. Эти люди с вашей командой скажут, что вы умнее и талантливее, скажут, что вы мудрый и великий человек. Они будут говорить всем, что гордятся своим наставником. Эти люди назовут вас лидером. Вы сможете, если прямо сейчас каждый из вас примет твердое решение и скажет самому себе: я смогу быть не как они. Поверить в себя, изменить свою жизнь на 100% и начать действовать. Собрать всю волю в кулак и не сдаваться на милой судьбе. Все богатые, великие люди заработали себе этот титул, потому что они также поднимались, потому что каждую неудачу они оценивали как еще один шаг приближала их к цели. Не вставьте себе в рамки, мои дорогие, видите фотографии. Поверьте в себя, поверьте в свой успех и начните действовать. Успех – это мост. К пути успеха у нас ждет много трудностей, будьте готовы к ним. В жизни встречаются многие разные трудности, таков на жизненный путь. Трудности – это препятствия, преодоления, которые придется приложить усилия. Спортсмены получили сотни раз травмы, но они не остановились на достигнутом. Главное, не теряйте веру в себя, верьте в себя, если даже весь мир перестанет верить в вас. Нет ничего невозможного для каждого из вас. Для невозможного нужно чуть больше времени. Вы сильнее, вы могущественнее, вы великие люди. Я желаю вам не бежать от трудностей. Я желаю, чтобы трудности бежали от вас. И прямо сейчас повторите вместе со мной слово: «Я победитель». Я победитель. Я великий человек. Я великий человек. Я чемпион. Я чемпион. Для меня нет ничего невозможного. Для меня нет ничего невозможного. Я изменю свою жизнь. Я изменю свою жизнь. Я изменю ее кардинально. Я изменю ее кардинально. Я не сдамся на милой судьбе. Я не сдамся на милой судьбе. Я все смогу, я все сумею, переживу, переболею, перекантуюсь, перебьюсь, но своего обязательно добьюсь. Не упаду, не утону, из грязи вырвусь, я смогу, перерыву, перестрадаю, и вновь улыбка засияет. Да, нелегко, не спорю, сложно, но дальше жить вполне возможно. Друзья мои, вперед в новую жизнь с таким горизонтом. Я желаю всем раскрыть свои крылья навстречу своей мечтой и начать увлекательный частый полет в ясном небе с великой компанией Faberlic. Что мешает вам развиваться в бизнесе? Нет времени, нет денег, нет мотивации, лень, нет знаний, нет уверенности, нет веры, страх. А теперь давайте с этим разбираться подробнее. Как часто вы говорите эти фразы? У меня нет времени на бизнес. Вот когда его будет больше, тогда я его буду развивать активно. У меня нет денег. Вот когда его появится, тогда и посмотрим. Нет мотивации для действий. Когда оно появится и так далее. Так лень. Сегодня ничего не хочу. Вот завтра это пройдет и так далее. Я не знаю, как рекрутировать, работать с командой и так далее. У меня нет стопроцентной веры в себя, в компанию, в бизнес. Все эти фразы – это оправдания, которыми мы хотим прикрыть отсутствие нужных результатов. А ведь это показывает наши отношения к бизнесу. Давайте приведем пример, и вы все поймете. Представьте, что у вас есть маленький ребенок. Кому-то не надо представлять, он и так есть. Вы своей головой понимаете, что это ваше дитя. Вы несете за него 100% ответственность. Вы обязаны его купать, кормить, одевать, окружать заботой и вниманием, независимо ни от чего.
Скажите, будете ли вы когда-нибудь говорить своему ребенку следующей фразой? Слушай, мой хороший, у меня нет денег купить тебе продукты. Вот через неделю появится, тогда и посмотрим. Слушай, мне лень сегодня от тебя купать. Но обкакался, ничего страшного. Потерпи до завтра, обещаю, завтра точно тебя искупаю. У меня нет мотивации убирать за тобой, покупать тебе памперсы, корми. Вот когда появится, тогда и посмотрим. Нет у меня времени тебя успокаивать. Ну, поплачешь немножко и сам как-нибудь успокаиваешься. У меня есть более важные дела. Нет у меня знаний, как тебя лечить. Сам как-нибудь выздоровеешь. Когда научусь, тогда буду заниматься твоим здоровьем. Вот так вы не говорите своим детям, правда? Да. Так вот, ваш бизнес – это ваш ребенок, и он также требует внимания, вложения денег, сил и энергии с вашей стороны. Любите своего бизнеса, как своего дитя. Вот скажи, пожалуйста, вот здесь люди сидят с одним высшим образованием, вторым высшим образованием, у них куча образования, они такие умные. У тебя сколько образований? У меня средняя, я нигде не училась, до 9 класса я училась, но у меня красный аттестат. Начальники, те, которые статусные люди, и к ним такие приходят, говорят, ну что мне ваш бизнес, Фаберлик, что это, вот я такой крутой, вот у меня такие заслуги. Скажи, какие у тебя заслуги? Да, тоже я много раз езжу, и тот, кто рядом со мной, я общительная девушка, сразу начинаю общаться. Когда говоришь, Фаберлик работает, о, да, ладно, я слышала. Потом, когда я говорю, что я за 2 года более 40 миллионов зарабатывала, потом они начнут докопаться. А как? Как я это делала? Ничего, я просто в сутки, правда, это правда, в сутки я спала 2-3 часа. Сейчас сплю хорошо. Сейчас я сплю 6 часов, и это нормально для меня. А кто-то встает в 9 утра и говорит, надо выпить чашечку кофе, принять ванну, потом я подумаю. Что ты им скажешь? Думать не надо, самое главное, любите своего бизнеса. Не знаю, я работаю, наслаждаюсь, мне все нравится, вот все. У меня дома зайдешь, все Фаберлик. И я горжусь этим. Вот, браво. И то, что она заработала, она правильно распоряжается деньгами. У тебя же 7 последняя. Да. Да, она правильно распоряжается. Она отдает эти деньги, она вкладывает, они идут работать в недвижимость, в движимое имущество и недвижимое имущество. Сколько недвижимое имущества? Да, у меня 2 квартиры, одна в Таджикистане я недавно покупала, одна в Тюмени. И у меня несколько машин. И я еще открыла колодец в Нигаре и в Бангладеше. Да. И Саида именно здесь села за руль. Фаберлик села за руль. Да. Да, она научилась водить машину сейчас, потому что она появилась сейчас. И такой ответственный человек, который остался в Тюмени сейчас, чтобы быть на нашей конференции. Представляете, как нам повезло? А завтра она уезжает жить в Новосибирск. Как нам повезло! Да, я обещаю на каждое ваше мероприятие приходить, да. Ура! Саида, пожалуйста, встречайте. Саида, подскажи, сколько человек у тебя в команде?
человек. Директоров. Директоров у меня 32 личных. А если глубина, это больше 100. Директоров. Саида, сколько бриллиантов известно? У меня одна. Да. Золотых много у меня, золотой директора много, и серебряные директора много у меня. Вот. За какое время? За 2 2 года. года и 3-4 месяца. Я работаю в компании. Минута молчания. И следующее такое мероприятие, которое к нам приедет Саида, оно уже стало у нас традиционным, и оно проходит только в Тюмени. И называется... Девочки, вы сегодня у нас первый раз на конференции, да, такой? Да. Скажите, пожалуйста, какие впечатления? Было очень вдохновляюще. Мы получили море позитивных эмоций и вдохновения на дальнейшую работу. Спасибо. У вас что-то щелкнуло, что какое-то слово услышали? Кто вас больше всего впечатлил? Больше всего понравилась история про то, как мы начинали. Как начинали, да? То есть Саида вас вдохновила и впечатлила. Спасибо вам большое. Ждем вас на следующей конференции. И успехов вам, конечно. Поздравления с новыми статусами. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, девочки, вы первый раз на нашей конференции такого формата? Первый раз. Что понравилось, что не понравилось, что впечатлило? Организация просто на высшем уровне. Такое красивое место. Столько много красивых людей, позитивных. Все друг другу рады. Хотя кто-то вообще первый раз друг друга видит. Просто отсюда выходишь как с крыльями за спиной. Здорово, здорово. Очень много интересной информации, все на позитиве, все желают друг друга только больших побед. И, конечно, выступление Саиды. Это была вишенка на торте, да? Ну что, эмоции, поэтому 2, 3, 4, 5 статусов в год. Готов? Готов? статусов. Да, обязательно всем хороших статусов. Ждем на следующей нашей конференции. Ну, мы со статусами будем поздравлять с новыми. Обязательно поздравим всех. Спасибо вам. Здравствуйте, Людмила. Вы на нашем мероприятии впервые? Да, впервые. Какие ваши впечатления? Мне очень понравилось. Спасибо вам большое за вашу организацию. Я очень довольна. И еще приду, когда меня пригласят. Все мне понравилось. Саида в том числе. Это просто оригинально. Отлично. Я записываю. На следующем мероприятии ждем. Я обязательно приду. Спасибо, отлично. Спасибо вам.